Праздник, который соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утраты и великое самопожертвование. За коротким, но емким словом «победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу. В память о погибших в годы Великой Отечественной объявляется минута молчания. Затем слово предоставляется заместителю председателя Народного собрания Руслану Парову. Те народы Советского Союза в едином порыве стали на защиту Родины. Они отмели шовинизм, национализм и всякие подобные вещи, и в едином строю за свое светлое будущее погибали как один, выживали в тяжелейших условиях и одержали эту долгожданную победу. В актовом зале Дома культуры собрались представители органов государственной власти, потомки героев Великой Отечественной войны, общественных организаций, политических партий, национально-культурных общин и жителей Ингушетии, учителя и школьники. На сцене звучат стихи и песни военных лет. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Учитель истории первой школы селения Экажева Мака Талдиева проводит викторину с учащимися на знание истории России. Попутно знакомит ребят с легендарными личностями из Ингушетии, отличившимися на полях сражений. Среди них Адельгерей Мальсагов и Мурат Аздоев, Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев и сотни других. На фронте сражались и ингушки. Это Тамила Гойгова, Тамара Цичоева, Лейла Ужахова и Асият Тутаева. В числе первых в Брестской крепости фашистам сопротивление оказал уроженец села Экажева Магомед Арсаноев. Автор вспоминает, что, держа в руке связки гранат, Арсаноев метнулся навстречу танку, идущему на их казарму. Последовала пулеметная очередь, но Магомед был в так называемой мертвой зоне. Пули свистели над его головой. Арсаноев бросился под танк. Танк на одной гусенице развернулся, и Магомед оказался сзади. Одну за другой бросил он связки гранат. От железного чудовища повалил дым. Когда товарищи сняли с Магомеда каску, увидели, что голова у него стала седой. На тот момент Арсаноеву Магомеду было всего лишь 16 лет. Позже Арсаноев Магомед погиб в селе Орехово Смоленской области. Там он и похоронен. Такие герои, наверное, есть в каждой семье. Это наши отцы, дедушки и бабушки. Все, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Праздничное мероприятие продолжается выступлением артистов Госфилармонии и вокалистов. Алина Евкурова исполнила песню, посвященную всем защитникам-ингушам. Помимо познавательной и развлекательной программы, по сценарию запланирован показ выставки картин во имя мира. Ну а провести праздник масштабнее взялась администрация Назрановского района. Несмотря на выходной, сегодня здесь присутствуют органы государственной, законодательной, общественной жизни люди, представители разных народов Республики Ингушетия. Поэтому нас это радует то, что наши воспитанники достойно сумели провести праздничный концерт и показать массу впечатлений, оставить нашим гостям. Вот такая у нас. И в конце, конечно, у нас торжественный праздничный обед. Были подготовлены баннеры, растяжки. На всех административных зданиях у нас развешаны знамена победы. Кроме того, нашей прессой проведена огромная работа по подготовке разных материалов для размещения на официальных сайтах. Кроме того, нашими подведами, нашими ДК, вчера у нас была проведена огромная акция, мероприятия. Сегодня во всех ДК Назрановского района проводятся точно такие же мероприятия по празднованию 77-й годовщины победы над фашизмом. 77-й день победы над фашистскими захватчиками. За завоеванный у фашистов мир многим пришлось заплатить огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более 12 миллионов человек, а вместе с гражданским населением свыше 26 миллионов. Много было среди них и ингушей, ушедших на фронт для защиты отчизны. Ну а наступательный дух гитлеровцев был навсегда похоронен
под Малгобеком. Падают безвестные солдаты возле безымянной высоты. Вот уже и не дымится рана, исчезает облачко у рта. Только, может быть, она не безымянна, крошечная эта высота. Адам Мережков, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.